В своем дальнейшем развитии движению Коми-Войтер необходимо выходить на другой уровень, считают участники, так как последние годы работа конференции ограничивается лишь резолюцией, где даются поручения органам исполнительной власти с требованием отчитаться на следующей конференции. Тема иждивенчества в социальной сфере, впервые затронутая еще Вячеславом Гайзером, стала одной из главных на конференции в Кайгородке. Елена Кононова выехала на место. Начали строительство полигона для бытовых отходов. Возвели 22 дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В следующем году планируют поднять еще 12. В списке положительных изменений этого года пунктов достаточно. Сами активисты после введения контрсанкций регулярно мониторили цены на продукты, следили за правилами продажи алкоголя и даже разработали законодательную инициативу. Проблема с безнадзорными собаками актуальна для всех районов. Мы обращались с законодательной инициативой в Госсовет. Закон в этом году пересмотрели и по административным правонарушениям внесли изменения. Теперь в районе у нас участковый проверяет и выписывает безответственным хозяевам штрафы. Дело тронулось с места. Впрочем, нерешенные проблемы все же остались. Жители 3 улиц райцентра до сих пор ждут, когда же введут в эксплуатацию новый водопровод. Сооружение, построенное по программе «Чистая вода», должно было заработать еще в прошлом году. Я думаю, надо разобраться чиновникам. Воды у людей нет. Приходится ходить за водой очень далеко. Хорошо тем, у кого есть машина, съездят и привезут. А пенсионерам приходится санками ходить. Исполняющая обязанности главы района Нина Костина отметила, водовод не могут ввести из-за судебной тяжбы между муниципалитетом и подрядчиком, который построил сети с нарушениями. Решение окончательно по нему не принято, и очередное заседание состоится 20 декабря. Поэтому вопрос как еще пока остается в подвешенном состоянии. До решения арбитражного суда мы не имеем права принять какое-то либо решение и приступить, скажем так, к запуску этого объекта. Бурное обсуждение вызвала деятельность лесорубов. Жительница Кайгородка Светлана Костина призналась, испытала шок, когда в 10 километрах от села вместо привычного ягодного места увидела пустыню. Все разбито, раскурочено, и от черники даже запаха не осталось. Чуть повыше грузди собирали, те места тоже уничтожены. Я хочу узнать, а кто-то контролирует это? В районе сегодня и правда работает сразу 30 лесных предприятий. Все делянки им выделяют по согласованию с региональным комитетом лесов. Там, говорят, всегда консультируются с главами поселений. Именно они определяют традиционные места для сбора грибов и ягод, которые промышленникам не отдают. Если же есть необходимость внести корректировки в этот перечень, мы всегда способны это сделать в рабочем режиме, как говорится. Поэтому мы ждем предложений и будем их рассматривать и учитывать. Вопрос могут решить и сами сельчане, считает первый заместитель руководителя администрации главы Коми Анатолий Ротов. Например, на сходе обозначить места с дикоросами и согласовать их с лесничеством. Так поступили в Прилузском районе. Анатолий Ротов особо подчеркнул, в последнее время на конференциях Коми-Войтер все чаще просто говорят о проблемах, не предлагая вариантов их решения, а в резолюциях пишут только поручения. Общественная организация дает поручение. Министерству такому, попытались еще поручение бизнес-компании дать. Монди, сделайте, пожалуйста, давайте не будем смешить ребят, которые хотя бы серьезно работают тут на уровне таких бизнес-компаний. Взаимодействие, да. Поиск решения совместных, да. Но для этого нужно выстраивать не вопрос, так кто упал, отжался и сделал, потому что я так хочу. А для этого нужно найти механизм, согласоваться и понять, что все стороны взяли на себя обязательства. Нынешняя резолюция тоже не обошлась без требований и поручений. Министерствам и ведомствам Коми рекомендовали поддерживать фермерские хозяйства, внести в программу ремонта дорог трассу Вежью-Нючпас, комитету лесов отдельное поручение, провести ликбез для членов Коми-Войтер и объяснить, где можно, а где нельзя рубить лес и как спасти от истребления ягодно-грибные места. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Кайгородский район.